Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся на Эжвинских дачах. Денис, Александр. Привет. И здесь мы построили и сделали первичную отделку данного деревянного дома. Денис, надо рассказать. Больно красиво он стал выглядеть. Давайте покажу вам первую фотографию, как выглядел дом в виде коробки. А теперь мы видим уже после черновой отделки. Да, еще не финишка, но как он уже выглядит. То есть, осталось чуть-чуть. Да, это уже вот прям предфиниш, скажем так. Да. Осталось еще немного, и все будет вообще. Да, ну и так уже видно, да, что мы подшили. Давайте пройдем. Давай отсюда. Вот мне нравится, как ты вот перилку сделал. Мне нравится. Вот смотри как. Смотри. Она широкая, она такая объемистая. Да, из доски. Да. Ну, специально так выбрали, сделали, чтобы она была более устойчивой. И она такая объемистая, там полностью. И безопасная. Тут же пожилые люди, что важно. Да. Безопасненько. Все, рассказываем. Да, лестницу сделали, полностью ее шлифанули, так вот строганули, шлифанули. Она такая у нас красивая, четкая. Спрятали саморезики. Денис, давай поднимемся дальше и посмотрим. Мне нравится, что терраса сейчас красиво выглядит. У нас здесь шикарный пол и шикарные перилки и поручни. Да. Вот в таком интересном стиле. Широкие, парящие низ. Да. Ну и вот такие укосины к стойкам подходящие. Все очень красивенько. Что-то тут такое пыль налетела. Класс. Потолочек подшили. Да, вот тут рейку еще пустить и вот такие штуки кинуть. Да, тут можно вообще такую красоту сделать. Кайф. Кайф. Вот можем посмотреть. Мы тут обшили окна, отделали. И подшили потолок. И подшили потолочек. Красиво. Не вагонкой, да, красиво, а даже когда имитации бруса подшивается, выглядит очень красиво. В единый стиль. Да, очень. Класс. Классно. И вот так вот накрыли проходную зону, дабы не испортить. А теперь, господа, проходим в дом. Расскажем, что мы там сделали. Проходим в дом. И здесь у нас небольшой предбанник. Видим уже вот эту красоту. Двери, да, финишные. Обналичку. И внутреннее пространство, которое, по сути, уже готово для проживания. Здесь видно, что стены были строганными. Красота. То есть уже можно эксплуатировать, так жить. Водоэмульсионкой или под лак покрасить лаком. И кайфово. Очень красиво. Обратите внимание на подоконники, на откосы. На красивый камин, который здесь есть. То есть дом действительно красив. Да, вот красивые подоконники, откосы. Уже просто покрасить, можно так эксплуатировать. Очень красиво, очень красиво. Нравятся еще большие окна в доме. Класс. Надежно все. Красиво. Давайте ближе подойдем к стене. Видно, что они были строганными. Мы брали обычный брус, делали острожку, декоративные фасочки. Он сухой. Пахнет чуть-чуть смолой, вот видно смола. Можно остаточно проконопатить, и все. Подготовить уже под покраску. Красиво. Обратите внимание на потолок. Потолок был подшит имитацией бруса. Очень стильно, красиво. Все естественно, природно. Очень красиво выглядит потолок. Все четенько так. В доме есть такое деревянное зодчество, да, деревянный стиль. Стены природный, естественный материал. Потолок, древесина. Окна, вся обналички, подоконники тоже из древесины. Очень красиво, гармонично все смотрится. Такой уютненький дачный дом получается. Да, на террасе мы используем террасную доску. Сейчас вот так вот маленечко. Вот, видите? Красивая, да? Да, террасная доска. Это у нас лиственница. Специальная порода, да, у нас такая дерево выбрано для того, чтобы она не гнила. Между доской всегда есть расстояние для того, чтобы вся влага, снег, все осадки у нас уходили с этой доски. Да, доска, чтобы была всегда сухая, проветривалась со всех сторон. Можем обратить внимание, мы используем саморезы конструкционные. Вот здесь вот видно под шестигранник такие они. Они сами прорезают
То есть мы уже не засверливаем, нам не нужно уже засверливать. Они сами под себя прорезают канал и зинкуются. То есть все аккуратненько. Это вот такой вот аккуратненький, аккуратное примыкание самореза и доски. Да, еще обратите внимание, что доска имеет такой, ну, рифленую поверхность, да, для того, чтобы чтобы она была не скользкой. В гололед и так далее, чтобы в любой... Ну, обычная доска, если она была бы гладкая, строганная, она... На ней появилась маленькая корочка льда, и все, и она гладкая, скользкая. Можно просто подскользнуться и покалечиться. Это небезопасно, да. Эта доска у нас вот такая рифленая, красивая дощечка. Еще особенность этой доски в том, что ее не нужно покрывать ничем. Она уже сама по себе природой антисептирована. Не подвержена гниению. Все мы знаем, да, про город, который стоит у нас на лиственнице. Это у нас, который топит постоянно. И он весь стоит на столбах из вот этой лиственницы. Заречье. Все. Если и покрывать, то чем-то бесцветным. Паркетным лаком. Да. Если покрыть краской, теряется внешний вид. Теряется, да, теряется. И плюс краска будет облупливаться. Идем выше. Красивая обналичка. То есть у нас здесь все природное, деревянное. Здесь тоже, да, деревянная облицовка. Тоже и двери тоже деревянная облицовка. И это все как снаружи, так и внутри. Мы тоже внутри сделали... Облицовку окон и подоконник. Подоконники, да. Откосы. Сделали откосы. Потолки обшили. Да. И эту сказку надо видеть. Видно, да, как дом преображается. Обратите внимание на то, как мы зашлифовываем. То есть мы полностью уголочки все сошлифовали. Здесь все зашлифовали. У нас здесь... Это не жвачка. Это у нас саморезики заклеены. Вот мы можем видеть специальной шпатлевочкой. Такой переход из одной в другую. Это у нас разные доски, да, вот можем видеть сбоку, это все видно. Сверху это прямо такое гладко-гладко все. Мы зарезаем, значит, все укосины. Можно отсюда посмотреть, да, вот мы их вырезали, вставили. Все жестко, тут можно, в принципе, я не знаю, стоять на ней. Заметьте, вы не видите нигде здесь саморезов. Ни гвоздей, ничего, никакого крепежа, потому что мы все это спрятали, мы все это скрыли. Ну, если присмотреться сейчас, конечно, их еще видно, потому что влажная погода и еще у нас шпатлевочка не подсохла, да? Но в дальнейшем это все пропадет, этого не будет видно. Мы можем увидеть здесь еще сучок, которого не было. Ну, вот я не буду сейчас трогать, потому что еще он свежий, который вдруг появился у нас. Также обратите внимание, мы сделали здесь люк на чердак. Здесь нет второго этажа, здесь у нас будет чердак. Туда можно складывать какие-то свои вещи, которые используются не так часто. Ну и производить ревизию, например, так как у нас здесь печь, да, можно смотреть трубу, посматривать, да, еще что-то, то есть какие-то, может, электрика, коммуникации будут заходить сюда. Все это важно и нужно. Обратите внимание на то, что мы делаем регулировочные элементы на столбах, ставим сверху. Некоторые строители допускают ошибку и ставят их снизу. Вроде бы, казалось бы, это удобно. Крутить не надо, ползать там ни с какими лестницами, ничего подкрутить, да, и все это осядет. Но есть такой нюанс, что вот эти все поручни, перила, они будут садиться вместе с этой стойкой. Если вы будете там крутить, да, подкручивать, все будет садиться вниз. Ну и если будет обшивка какая-то, возможно, тоже это будет мешать. Давайте теперь перейдем еще выше. Посмотрим, что мы сделали над головой, скажем так. А над головой мы сделали, подшили карнизы софитами, установили водосточную систему и снегозадержатели.
Верно И так. вот, Денис, давай обсудим и расскажем, что такое софиты. Вот Да, конечно. Это же придача не только вот этой внешней красоты. Для чего он нужен? Да. Вообще во-первых, вот для чего? эстетика. Эстетика. Первый, эстетика. Да, да. Вопросов нет. Но- А второй, если вы посмотрите, он с дырочками. Сейчас нужный угол надо найти. То есть Перфорированный. да, он идет с дырочками, то есть идет проветривание подкровельного пространства. Это обязательно вообще Даже ситуация, скажем так. какой-то бытовой конденсат, какая-то влага, чтобы отводилась Да, ну, то есть от конструкции дома, там все проветривалось. То есть и красота, ну и практичность, функционал, и да. функционал, да. Да? То есть без Класс. этого никак. Это обязательно. Вот видно стартовая планочка декоративная, потом пошли панели и финишная, да. И еще облицовка всех торцов Металлическими углами. Да, листами. Листами. Там все очень красиво выглядит. Плюс сделали водосточную систему для отвода воды. Да. И вот здесь мы видим воочию, что смонтировано по, ну, конечно, все по согласованию и по желанию заказчика. У нас идет водосточная система, облицовка все, ну, всех торцов он там металла, чтобы ничего не затекало, чтобы все деревянные конструкции под кровлей там были защищены. И также установлены снегозадержатели. Снегозадержатели. Да. Снегозадержатели у нас усиленные. Мгм. Мы можем про них тоже рассказать. Это не просто трубка, не просто какое-то там круглое сечение трубы. Это овальная труба, усиленная, двойная, с усиленными ножками. То есть все это Неплохо. для того, чтобы снег... Некоторые снегозадержатели съезжают, и, возможно, кто-то нас сейчас смотрит и понимает, что у него вот такой простой, неусиленный, уехал вместе со снегом весной. Ага. Так вот, обращайтесь в нужные, правильные компании. Получается, подождите, он уезжает, получается, он выдрал, Да, 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 конечно. скорее. и он, надо, получается, и в кровле там дырки остаются, что ли? Да, порвал кровлю, да. Это просто разрывы на кровле. Это очень большие проблемы. Да, представляете, скат длинный, большой, и высота снежного покрова, который там, ну вот, я не знаю, сантиметров 50-60. Там тонны снега. Да, и весной. эта лавина просто со снегозадержателем сходит. Особенно тогда, когда идет весна, или же кровля плохо утеплена, и она снизу, значит, подтаивает, да, Подтаивает. и потом это все лавина сходит. И не дай Льдом, бог прям кто-нибудь... таким льдом. по- Снегозадержателей нет. Мы можем посмотреть вот там. У нас съехала труба. Трубу Да, весной с походу снесло с крыши. Что-то Вот пострадало я там. вам задам вопрос как потребитель. да. Так. А для чего нам снегозадержатели? Ну пусть он сходит, снег с крыши. Да и пусть сходит, я тоже рад этому. Да. Только пусть он сходит куда-нибудь в сторонку. Куда- То если куда надо. тут люди ходят, а у нас получается там проходная зона, с фронтона снег не падает, то есть безопасно. И тут ходят, и тут ходят. И мы видим, что люди могут пострадать. И чтобы люди не страдали от попадания снега в местах, ну, постоянного хождения проходов, да, делаю снегозадержатель для безопасности. И, конечно, есть материалы разные. Есть и дешевые, и по разной цене, и дорогие. Посмотрите на эту трубу. Даже видно. Делают же из тонкой, кругленькие, Ну, обычно такие, кругленькие щупленькие, да, какие-то такие простые. щупленькие. Вот это жесткое. Смотрите, толщину металла. Мгм. То есть она устанавливается, получается, у нас не вот так, а вот так, да, для того, чтобы создать максимальную жесткость, Да, упор. да. И даже когда идет нагрузка-то на ребро, уже видно. И еще отмечу, что если взрослые со своим пониманием, да, они спокойно будут обходить дом, где нужно, вопросов нет, то дети об этом даже не задумываются. Да, это, То есть они ходят прям- там, где нужно ходить. Да. Почему они должны Там, где они ходить? хотят. У них изначально мир прекрасен, все безопасно. Да. Ну, кто может подумать, что сейчас лавина сойдет? А это потом... Причем в любой неожиданный момент времени. А потом У меня можно был, быть кстати, очень такой печально, случай. да. У меня был такой случай. Я с сыном приезжаю на объект. Это реальный случай. И мне помог Дмитрий, наш бригадир. Была баня, ну небольшая баня, вот тоже с крышей, где мы находились. Просто бригада находилась. И, ну, мы приехали тоже на объект проверить. И с сыном приехал. Я захожу к бригаде поговорить, и Дмитрий, наш бригадир, говорит: а где сын? Я говорю: он там, на улице. Так пусть, говорит, зайдет. Я завожу сына. Это реальный случай, был несколько лет назад. Я завожу сына, маленький ребенок. Идет лавина. Снег Я не съехал. хочу сейчас выражать
то, что я подумал, Обалдеть. там лавина сошла, вот такая высота снега, просто не было снегозадержателя. То есть скат был на дверь, на вход. То есть вроде зима, ничего не предполагает, то есть ничего не должно сойти. Оно сошло. И причем покрытие там было старое, там шифер, который, ну, это Даже, да? не ровная, не гладкая поверхность, а шифер был. То есть у меня сошла лавина. Перейдем к следующему элементу водосточной системы. Собирается под наклоном, мы видим, с отводом трубы по стене и с легкой фиксацией. С легкой фиксацией, не жесткой, потому что древесина может еще иметь подвижки. При сборке дома также с Денисом сборка элементов обычно стыкуются. Многие в жесткую на саморезы. То есть это так себе подход. Мы жестко фиксируем, и еще, заметьте, силиконим. То есть у нас все стыки, вот даже видно, что по наружной части и по внутрянке остатки они есть. То есть тут идет засиликонивание мест стыковок, чтобы никаких протечек не было. И в чем проблема крепления, Денис, на саморез? Проблема крепления на саморез следующая. Во-первых, когда наступают холода, вот сейчас у нас прохладно, да, вкручивая саморез, может лопнуть труба. Это вообще просто, даже когда ее надпиливаешь, она иногда маленько трескается по краям. Поэтому силикон в этом случае прям вот очень-очень выручает. Он склеивает очень хорошо. То есть ее потом очень сложно разобрать. Мы не все, скажем так, силиконим, только те моменты, где нужно. А какие-то вот вертикали мы не силиконим, потому что мало ли их нужно будет разобрать, снять и что-то заменить. То есть Силиконится в основном вот стыковка водосточной системы и торцы, чтобы не протекали. Это 100% надо делать. Да. А водосточку по мере необходимости, где идут нагрузки, где возможно протечки. Вот колено, то есть вот до прямой трубы. Вот там по низу, вот там, где могут еще протекать. Хотя там тоже вжух вышло, Да, и все. там- То что там силиконить? Где колено? Где колено? Да. Вот раз колено, там второе колено, где может еще в какой-то степени задерживаться вода и куда-то подтекать. Вот там надо силиконить. А там уже нет необходимости. Вот здесь какая красота. Да, вообще труба прикольная. Вот здесь техническая красота, тоже нравится, как это все красиво, четко собрано. И мне нравится еще труба. Да, прям Знаешь, блестит, когда вот это эти красиво. технические элементы украшают дом. Да. Украшают. Да. Это вроде, труба просто. Да, труба, которая украшает дом. Красиво. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или отремонтировать, Или сделать отделку внутреннюю или наружную. смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 8 912 868 47 48. Также с радостью, ответственно, с душой построим дом уже вашей мечты. До встречи на консультации. Пока-пока. Пока-пока.